Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Водители общественного транспорта, чьи пассажиры не соблюдают масочный режим, будут наказываться штрафами. Интервью мэра Сухума Беслана Эшба. В Министерстве обороны Республики прошло собрание с участниками международных военных игр «Армии-2021». В селе Мгудзерхуа Гудаутского района открылся первый в Абхазии национально-исторический парк, в котором собраны объекты этнографии и образцы традиционной архитектуры. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открыл срочный сбор средств для полуторагодовалого Габриэля Пацурия. Глава администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал районы, пострадавшие от наводнения в ночь на 27 июля. Мэр побывал в местах, где река Басла затопила дома, пообщался с жителями. Беслан Эшба также проинспектировал берег моря. Здесь после шторма береговая линия засыпана ветками деревьев и разным мусором. Заместитель директора департамента ЖКХ Руслан Авицба проинформировал о ситуации в Киласурской насосной станции, где смыло 120-метровый напорный водовод, который был проложен через реку. Уровень воды в реке еще высокий, и пока восстановительные работы проводить невозможно. Беслан Эшба поручил департаменту ЖКХ до восстановления станции обеспечить жителей столицы питьевой водой. Водители общественного транспорта, чьи пассажиры не соблюдают масочный режим, будут наказываться штрафами. Такое решение принято администрацией города Сухум. Об этом сообщил в интервью нашей программе мэр Сухума Беслан Эшба. Глава столичной администрации также рассказал о других проводимых мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Недавно было у нас расширенное совещание, проводили оперштаб. С привлечением руководства центрального рынка, вещевого рынка, транспортных предприятий. Где дали четкие указания, чтобы, в принципе, те, кто попадает в общественный транспорт, надевали маски. Дали поручение, управлению ГАИ по городу, чтобы задерживали те машины, в которых пассажиры сидят без масок. Что и происходит на сегодняшнюю первую половину дня. Было задержано 5 автомобилей перевозчиков, все были отправлены на штрафстоянку, оформлены документы и так далее. Во второй половине тоже, наверное, будет. К великому сожалению, население наше пока еще, можно сказать, наверное, большая ее часть безответственно подходит к этому. Поэтому приходится приводить уже вот такие вещи, когда будем вынуждены высаживать пассажиров и общественный транспорт отправлять на штрафные стоянки. Там штрафы мизерные, допустим, у транспортных за нарушение режима перевозки 600 рублей штраф. У предприятий, которые не выдерживают санитарный режим, я имею в виду общепита, там около 2000 рублей, насколько понимаю. То есть в этом плане, да, есть над чем работать, наверное, законодателям. Сейчас, кстати, они ушли на каникулы, но по возвращению, наверное, надо эти вопросы ставить. Более жесткие санкции, наверное, надо будет применять, потому что людям, наверное, легче заплатить штраф и дальше продолжать нарушать. Так выходит по факту, мы с этим сталкиваемся. Идти на то, чтобы закрывать то или иное предприятие, по большому счету полномочий нет, но мы сейчас вплотную работаем с нашей санэпидемстанцией. Наверное, мы все-таки будем выписывать такие, кто-то может посчитать, что мы будем превышать свои полномочия. Что делать? Будем ходить по судам и объяснять, почему мы это сделали. Но мы вынуждены будем идти на эти меры. Те, кто не будут принимать тех условий, которые мы их просим и предписаны, несмотря на то, что санкций пока жестких нет, мы будем их применять на уровне администрации. А дальше будем отвечать, наверное, за свои поступки. Смотрите беседу с Бесланом Эшба в рубрике «Актуальное интервью» сразу после новостей. «Между жизнью и смертью» – так называется новая рубрика, которую мы запускаем с сегодняшнего дня. Наша коллега, корреспондент новостей Гугутса Вардания, находится в красной зоне Гудаутского ковид-центра. Она недавно переболела коронавирусной инфекцией, сейчас ухаживает за мамой, которая проходит здесь лечение. По мере возможности Гугутса будет присылать нам аудиозаписи пациентов госпиталя, в которых они будут рассказывать свои истории. Героиня первой записи находится в госпитале уже месяц. За это время ей не раз пришлось побывать между жизнью и смертью. В коронавирус, как и многие, не верила, пока сама не столкнулась с этой коварной болезнью. Сейчас все позади, но то, что пришлось пережить, она не забудет никогда. Я сама в эту болезнь не верила,
Но мне пришлось пройти этот ковид. Была и в реанимации, была между жизнью и смертью. Но это страшно, это очень страшно. Я вас очень прошу, берегите себя, матерей, отцов, детей. Как можете, ограждайте себя от общества и публичных мест. Если это возможно, пусть делают все в кругу семьи. Дай Бог, все это уйдет, потом вся Абхазия воспрянет, все будем радоваться, все будем свадьбы делать, танцевать и плясать. Бойтесь, прошу вас, бойтесь. Вас уже скоро выписывают. Сейчас как самочувствие? Сейчас лучше, намного лучше. Что вообще скажете тем людям, которые вот собираются вот сейчас тоже на свадьбы, на поминки? Никакие поминки, никакие свадьбы. Все это надо прекращать, если мы хотим сохранить свой народ, свою нацию. Жалко, нас и так мало. Мы продолжаем выпуск. В столице Татарстана проходит 12-й Международный экономический саммит России «Исламский мир. Казань. Саммит-2021», в котором принимают участие министр иностранных дел Абхазии Даурков и министр туризма Тимураз Хишба. В рамках саммита проходят различные заседания, круглые столы, дискуссии, мастер-классы, стенды и прочие мероприятия, связанные с экономикой и международными отношениями. Как сообщил министр туризма Тимураз Хишба, состоялась его встреча с председателем комитета туризма Татарстана, на которой была достигнута договоренность об инвестировании в туристическую отрасль Абхазии. В работе саммита принимают участие 5000 делегатов из более 70 стран мира и 38 регионов России. Только для настоящих мужчин в Министерстве обороны Республики прошло собрание с участниками международных военных игр «Арми-2021». По приглашению Минобороны России Абхазия уже во второй раз принимает участие в армейских соревнованиях, которые являются крупнейшими среди вооруженных сил многих стран. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Абхазия вновь примет участие в международных армейских играх. В прошлогодних соревнованиях военнослужащие абхазской армии заняли 16-е место среди 32 стран, показав хорошие результаты. В этом году они участвуют в 6 состязаниях. Первый конкурс «Саянский марш» уже состоялся в апреле в Красноярском крае. Тогда участники в течение 2 дней прошли 50 километров по заснеженной горной местности. Конкурс «Танковый биатлон» – это соревнование между танковыми экипажами, где Республика Абхазия представляют наши танкисты, которые по опыту прошлого года показали достойный результат. Конкурс «Десантный взвод» – это соревнования десантных подразделений, которые будут проходить в городе Рязань. Данные соревнования включают в себя этапы десантирования, марш-бросок, индивидуальная гонка на боевых машинах десанта, преодоление десантно-штурмовой полосы. Эльбрусское кольцо – это соревнования горных подразделений. Соревнования будут проходить в Республике Кабардино-Балкария. В данном конкурсе Республику Абхазия представляет личный состав от Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. В конкурсе «Морской десант» абхазские военнослужащие примут участие впервые. В нем будут состязаться подразделения морской пехоты разных стран. Пройдет конкурс во Владивостоке. Долго думали об этом, но все-таки решили принять, потому что конкурс очень зрелищный и для боевой подготовки вооруженных сил очень важен. До этого мы принимали участие в других конкурсах. Там вот аварийный район, например, был, там использовались подразделения спасательных служб на очень высоком уровне. Мы тогда из 16 команд мы заняли 5-е место. Там первый раз это было очень удивительно, и конкурс был зрелищным. К сожалению, в этом году этот конкурс проводится не на территории Российской Федерации, он проводится во Вьетнаме, и так как мы частично признанное государство, мы не смогли принять участие в этом конкурсе.
конкурсе. Конкурс «Тактический стрелок» пройдет в Рязани. В его рамках военнослужащим предстоит выполнить групповые упражнения по стрельбе. В состав абхазской команды войдут 73 участника. Это не только военнослужащие Министерства обороны, но также Центра специальных назначений СГБ. Как отметил министр обороны Владимир Ануа, участие Абхазии в таких престижных соревнованиях – значимое событие для страны. Это масштабные и зрелищные соревнования стали хорошей традицией и способствуют развитию международного военно-технического сотрудничества. Популяризации воинской службы участникам игр представляется возможность продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость, твердость характера, умение работать в команде. В этом году мы решили географию игр, расширили, то есть географию игр, в которых военнослужащие Министерства обороны примут участие. Уверен, что нынешние состязания пройдут на высоком организационном уровне. В нашей команде порадуют наши яркие победы. Вопросы доставки и размещения команд уже согласованы с российской стороной. Санитарно-эпидемиологические нормы выполняются согласно положению игр. Заключительный этап военных соревнований «Армии-2021» пройдет с 22 августа по 4 сентября. Эсма Голандзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В селе Мгудзер Хуагудаутского района открылся первый в Абхазии музейно-этнографический комплекс «Апснепарк». На территории 10 гектаров собраны объекты этнографии, образцы традиционной архитектуры, вписанные в ландшафтную среду. Здесь представлены народные промыслы, ремесла, открытый центр прикладного искусства, и все это в сочетании с музейно-экспозиционными площадками и элементами социальной культуры и инфраструктуры. На открытии Национального исторического парка побывала наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагуа. Музейно-этнографический комплекс «Апснепарк» расположен в живописном месте вдоль поймы реки, которая своей извилистой формой образует живописное пространство и красивый рельеф. Территория парка разделена на несколько тематических зон, одна из которых – традиционная абхазская усадьба. Основная особенность и характерная часть усадьбы – тщательно ухоженный двор, огороженный плетеной изгородью. Необходимо отметить, что здесь мастера показали 12 видов традиционного плетения. Цели и задачи этого проекта – сохранить, приумножить и распространить то, что у нас было так, да, как нам передавали наши старшие. Проект национального характера, он не несет за собой ничего либо кроме пропаганды такой абхазского языка, культуры, этноса и быта. Самое главное нам всем показать, нам, нашим детям и самим себя, что у нас есть прекрасная история. В помещениях Акуаске, Апацхе и Амхаре воссоздан существовавший издревле интерьер. На первом этаже жилого дома Акуаске расположен выставочный зал, где можно проводить различные тематические выставки. В настоящий момент в зале открыта экспозиция старинных абхазских фотографий. То есть этот проект включил в себя не только исторические какие-то факты, да, но и современные технологии. Почему современные технологии? Потому что сегодня тенденция мировая идет вперед. И поэтому мы решили показать нашим гостям и нам самим, что вот современные технологии, они могут быть сегодня вместе в нашем быту. И наш быт может быть украшен именно вот такой архитектурой, сохранившейся архитектурой, которая отличается от какой-либо архитектуры других стран. Главной доминантой парка является административный центр в виде стилизованной средневековой башни. Ее фасад будет расписан в стиле стрит-арт. Рядом расположена площадка для стрельбы из традиционного лука с дистанцией 100 метров. Проект «Апснепарк» дает возможность представить в Абхазии новый вид туристических услуг – культурно-познавательный туризм. В музейно-этнографическом комплексе планируют проводить экскурсии, а также международные фестивали. Парк построен по всем международным нормам для того, чтобы мы могли о нем заявить как о парке, который мог бы там входить в 20-ку, 30-ку, сотню, не знаю, каких-то парков, да, с которыми мы могли бы делиться, взаимодействовать. Отдельную часть парка составляет историческое строение, ремесленный дворик. Здесь уже функционирует кузня, гончарное производство. Планируется открыть столярные мастерские и построить водяную мельницу. А уже в сентябре при благоприятной эпидситуации авторы проекта хотят провести здесь фестиваль кузнецов-оружейников. Мы планировали провести в августе это мероприятие, но в связи с тем, что ситуация с
коронавирусом немного ухудшается, решили отложить на месяц. Ориентировочное проведение фестиваля у нас будет в конце сентября, 24-го, 25-го, вот в этих числах. Фестиваль будет именно кузнецов-оружейников. Оружейники высочайшего уровня будут приглашены на этот фестиваль. С ними уже есть договоренность. Оружейники из Российской Федерации, из Белоруссии и оружейники Абхазии. Директор Апснепарка, а также архитектор проекта Раш Зантари отметил, что главной задачей экспозиции было сохранить и показать традиционный абхазский стиль. Так как мы хотели передать быт, традиции нашей вот страны, республики, и, естественно, по архивам, помогая нам наши вот старшие баталджопы, вот все наши старшие здесь, которые находятся, по их архивам, по старым архивам мы вот это все создавали. Вот, и постепенно пришли вот к этому всему. Ну, у нас, естественно, мы пока новоиспеченные, можно так сказать, у нас еще много чего впереди, у нас планов немало, вот, работы очень много, но за это время, что у нас, за то время, что мы здесь вот находимся, работаем, и немало что сделано. Одно из направлений деятельности парка – возрождение народных технологий изготовления продуктов с гарантированным качеством. На территории парка можно будет приобрести и продегустировать экологически чистые и традиционные продукты, такие как варенье, аджику, мед и вино. Планируется создание театральной площадки с амфитеатром на 600-700 мест. Вход в парк для граждан Абхазии и для военнослужащих Российской Федерации, членов их семей, проходящих службу в составе воинского контингента в Абхазии, бесплатно. Музейно-этнографический комплекс Апснепарк отличается не только уникальностью представленных объектов, но и тем, что расположен в естественной природной среде. Шазина Ханагу, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл срочный сбор средств для полуторагодовалого Габриэля Пацуря. В 8 месяцев у мальчика обнаружили серьезное генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спинной мозг и приводит к мышечной слабости. С каждым днем заболевание прогрессирует. Ослабевают мышцы ног, тела и даже мышцы, отвечающие за глотание и дыхание. Поэтому дорога каждая минута, и помощь нужна малышу прямо сейчас. Диагноз – спинальная мышечная атрофия второго типа. Габриэлю Пацуря поставили в 9 месяцев. Заболевание носит прогрессирующий характер, начинается с мышц ног и других конечностей и с развитием доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. Габриэль с родителями проживает в Москве, где проходит обследование и наблюдается у врачей. Мы связались с семьей Габриэля. Его мама Люба Джичуная поблагодарила за помощь и поддержку, оказываемую им на протяжении всего лечения. Препарат вводится однократно на протяжении всей жизни. Он заменяет поломанный ген на здоровый. Также препарат нужно ввести до того момента, пока ребенок не превысил в весе более 13,5 килограмм. На данный момент Габик уже весит 11 килограмм. Времени с каждым днем становится все меньше и меньше, но мы очень верим и надеемся, что мы успеем и спасем нашего сына и вернем ему счастливое детство. И он сможет, как все детки, бегать и играть в футбол. Габик очень любит играть с мячом. А также мы хотим выразить огромную благодарность фонду «Ашана» из нашей родной Абхазии, которые откликнулись на нашу просьбу, на нашу помощь и пришли к нам на помощь и приняли решение о том, что они возьмут нас на свой фонд на сбор средств. Ребенок со спинально-мышечной атрофией рождается в семьях, в которых носителями гена являются оба родителя. В таком случае шанс, что ребенок родится здоровым, составляет всего 25%. Спасти жизнь малышу может всего лишь один укол препарата Золгенсма. Сделать его необходимо до 2 лет. Стоимость лекарства – 160 миллионов рублей. Конечно, они могли впасть в отчаяние, но они оказались очень сильными.
они взяли себя в руки и начали делать все для того, чтобы спасти своего ребенка. Стоимость данного препарата 160 миллионов рублей. На сегодняшний день силами родителей собрано более 13 миллионов рублей. Мы, как фонд, когда узнали о данном заболевании ребенка и о беде семьи Пацурия, мы не могли остаться в стороне, решили поддержать и открыть сбор средств. В течение 3 недель вся собранная сумма на лечение мальчика будет перечислена на приобретение данного препарата в фонд «География добра», который, так же как и мы, помогает семье Пацурия. Они будут закупать и оплачивать данный препарат. Как отмечает руководитель культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактина Джинджоля, ранее фонд уже обращалась семья с такой же проблемой, но им не смогли помочь, так как собрать такую сумму не представлялось возможным. Золгенсма – самое дорогое лекарство в мире, и оно жизненно необходимо малышу. Чтобы помочь Габриэлю, необходимо всего лишь отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать на официальных страницах фонда «Ашана» в социальных сетях. Аманда Пони, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 29 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.